В составе представительной делегации из России 44 специалиста, которые приехали в Абхазию, чтобы на месте изучить масштабы проблемы и выработать план конкретных мер по борьбе с опасным насекомым-вредителем мраморным клопом, распространяющимся с катастрофической скоростью на территории республики. В субботу члены делегации побывали во всех районах Абхазии и убедились, что вопрос не терпит отлагательств. Чтобы сохранить урожай этого года и, главное, не допустить дальнейшее распространение вредителя, необходимо быстро и эффективно реагировать. В пленарной части совещания принял участие президент Рауль Хаджимба. Приветствуя гостей, глава государства выразил надежду на плодотворное сотрудничество участников совещания, в результате которого будут выработаны эффективные меры совместной борьбы с вредителем. Речь идет не только о спасении сельскохозяйственных культур, но и о сохранении экологического равновесия как на нашей территории, так и в соседней с нами Российской Федерации, подчеркнул президент. Для обсуждения этой острой проблемы и нахождения способа ее разрешения собрались руководители и ведущие специалисты Абхазии и России в области растениеводства, механизации, химизации, защиты растений, а также сельского хозяйства в целом. Встреча такого рода несет в себе большую пользу для разрешения сложившейся ситуации. Выражаю надежду, что в конструктивных и плодотворных дискуссиях участники сегодняшнего совещания смогут разработать наиболее эффективные меры совместной борьбы с вредителем и создать пошаговый план мероприятий для уменьшения его популяции. Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба рассказал о проделанной работе по борьбе с мраморным клопом. В прошлом году на эти цели было выделено порядка 8 миллионов рублей, в этом году 10. Были закуплены и завезены ядохимикаты, обработаны сельхозугодья, но ощутимых результатов это не дало. Экологически чистая продукция сельского хозяйства Абхазии является брендом и важной составной частью экспорта республики. В прошлом году республика потеряла практически 60% урожая орехов фундука и 50% цитрусовых. Для страны это достаточно серьезные потери. Кроме того, если не удастся остановить распространение мраморного клопа, вывозить произведенные в Абхазии овощи и фрукты будет проблематично из-за ввода ограничений на абхазо-российской границе в связи с карантином. Россия готова оказать нашей стране всемирную помощь, так как разработка мероприятий по борьбе с вредителем важна и для проведения последующих профилактических действий на территории России. Сейчас самое главное в ближайшие 2 недели провести механическую сборку вредителя. В качестве стимула Минсельхоз России обещает вознаграждение 1000 рублей за килограмм насекомых, которые затем будут использованы для лабораторных исследований. Делегация очень компетентна. По сути дела, это специалисты, которых призваны выработать, доработать вместе с абхазскими коллегами стратегию борьбы с этим злостным вредителем. И мы четко понимаем, что по мониторингу, который был вчера проведен, наши дела по состоянию на сегодняшний день, безусловно, большая работа проведена, но пока клуб побеждает нас. Специалистами России предложены 5 видов препаратов, которые могут обеспечить защиту всех культур, производимых на территории Абхазии. Обработку необходимо начинать уже через 2 недели. В данное время мраморный клоп выходит из спячки. Сейчас он наиболее голоден и уязвим. Обрабатывая растения, которыми он начнет питаться в первую очередь, можно существенно снизить популяцию вредителя. Вот в этот период самое важное – обработать те места, где клоп будет проходить дополнительное питание перед тем, как начать спариваться. Как показали наши наблюдения в регионе, это те культуры, которые плодоносят в самом начале лета. Когда мы будем понимать, что клоп уже настолько активизировался, что он начинает выходить из межзимовки, обработки в первую очередь должны быть подвергнуты именно насаждению этих культур. Лавровишня, шелковица, реаботрия или мушмула, как мы ее называем здесь, да? По итогам совещания составлен пошаговый план мероприятий, который будет проводиться вплоть до входа насекомого-вредителя в следующую зимнюю спячку. Механический сбор клопов, затем химическая обработка плантаций. Следующая фаза – уничтожение оставшихся насекомых с помощью феромоновых ловушек, после чего поиск личинок на листьях растений и завершающая фаза – установка картонных ловушек в домах людей. Все эти мероприятия должны быть выполнены четко и в срок. Мы начали работу, совместный план действий наметим, и далее, вы знаете, созданный оперативный штаб по поручению президента, и в районах созданы штабы. Будем соответствующим образом подходить к решению этой проблемы, поскольку она для нас очень значимая, и у нее могут быть очень тяжелые последствия, если мы своевременно и эффективно не отреагируем на эти вызовы и угрозы.
В течение недели стороны должны согласовать сроки проведения работ, а также количество финансовых средств, необходимых на их проведение. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.